Это было в первые годы выселения. Бригадир приехал на полевой стан ровно в обед. Повариха встретила его с улыбкой. Эх, Марк Петрович. И девка же у нас в бригаде новая. Только не по тебе писано. Ингушка она. С ней не загуляешь, как с остальными. Загуляем, Дуся. Уж мне какая там девка не подается. Сейчас в обед ее поцелую, а вечером хе-хе. Берегись ты. Злые они ингуши. Кого уж бояться? Голодных ингушей. Посмотрим, что у тебя выйдет. Дуся ударила в диск. Колхозницы начали стекаться. И в самом деле ингушка была красива и стройна. Ах ты какая! С бьющимся сердцем произнес Марк Петрович. Для начала он обнял и поцеловал нескольких девок, а потом схватил и сжал в объятиях ингушку. Она долго не могла вырваться. Все смеялись и кричали: «Привыкай, привыкай». Наконец ингушка вырвалась. Она отскочила в сторону и дико сверкнула глазами. Лицо ее было бледным. «Чё дрыкайся, как не обижена кобыла?» — сказал бригадир с усмешкой. И это были его последние слова. Из рукавчика ингушка выхватила нож с тонким лезвием. Не успели люди охнуть, как нож уже торчал в горле Марка Петровича. Бригадир свалился и начал биться в предсмертных судорогах. Эту девушку судили. Суд шел через переводчика. За что? Вы убили бригадира? Он обнял меня. Неужели это такое большое дело, что за это надо убивать? Вы же не умерли от этого. Он же и других обнимал, и ничего. Собаки живут собачьей жизнью. Им стесняться не надо. А я, ингушка, должна беречь свою честь.